Алина Волков. Западня. Все лица и организации, о которых мы вам рассказываем, являются вымышленными. Ты отнесешь эту кассету Давуту Татараглы и передашь следующее. Он причинил мне боль, и я отвечу ему тем же. Давуту Татараглы никогда в жизни не было больно, потому что до сегодняшнего дня он не был знаком со мной. Я Полат Алимдар. За каждую каплю пролитой крови моей семьи я буду проливать вашу кровь. Если Хало умрет, я передам вам тело вашего человека. Пока Хало не выживет, Фуад будет умирать и оживать каждый день. Я не оставлю его в живых. Пошли прочь отсюда. Давуту Татараглы никогда в жизни не было больно, потому что до сегодняшнего дня он не был знаком со мной. Все в порядке? Пришел принять дом. В такое позднее время? Я жду гостей. Ты можешь хотя бы один раз в жизни поговорить со мной откровенно? Хорошо. Ялчин Булут едет сюда, чтобы убить тебя. Что? Объясню по-другому. Семья Татараглы причинила мне боль, и я ответил тем же. Теперь они хотят мне ответить. А какое это имеет ко мне отношение? Ты мой партнер? Я не единственный твой партнер. Почему они выбрали меня? Среди своих партнеров я чувствую больше ответственности к тебе. Может быть, тогда нам стоит обратиться в полицию? Нет. Булут не знает, что я здесь. Я собираюсь застать его здесь, в твоем доме. Я хочу, чтобы ты вела себя спокойно. Я не хочу быть замешана в таких делах.
Хочешь ты этого или нет, но ты уже замешана в эти дела. Шеф, что ты решил, как мы будем действовать? Пойдемте. Его жизни ничто не угрожает, не считая того, что он теряет кровь. Но, думаю, в ближайшее время он придет в себя. Ему надо дать кровь. Я в детстве болел желтухой, поэтому я не могу. Кто он? Почему вы не отвезли его в больницу? Доктор, хочешь услышать от нас всякие байки? Тебе лучше не стоит задавать лишних вопросов. Доктор, побудьте с ним рядом. Хакан тоже будет здесь. Позвоните мне, если что-нибудь понадобится. А ты куда собрался? Я пойду поищу ему чистую кровь, а то наша может привести его к смерти. Когда Булут подъедет, охрана не пустит его. Он войдет силой. А если они что-нибудь сделают охраннику? Они ничего не сделают, так как они не захотят тебя разбудить. А нам надо, чтобы Булут вышел из своей бронированной машины и вошел в дом. Мимати будет ждать его возле дверей. Как только он зайдет, Мимати схватит его. Если возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства, на помощь придет Абдульхей. Эрхан спрячется во дворе, для того, чтобы помешать охранникам Булута. О, Аллах, дай мне возможность отомстить за дядю Хало. Мы хотим встретиться с Ахуханым. Она вас ждет? Она нам ничего об этом не говорила. Да, ждет. Ты просто скажи, что приехал Елчин Булут. Не бери трубку. Сейчас все закончится. Ахуханым не отвечает. Я не могу вас пропустить. Открой дверь. Езжай. Что ты делаешь, Эрхан? Проклятие! Жми на газ!
Что произошло? Как он понял? Все кончилось. Ты можешь успокоиться? Вы его убили? Мы его упустили. Я сейчас приду. Что они здесь делают? Откуда они появились? Nereden çıktılar lan? Откуда они знают о моих дальнейших действиях? Nereden biliyorlar lan? Где живет отец Полата Алимдара? Как ты допустил такое, Ирхан? Прошу прощения, шеф. Не проси прощения, Ирхан. Делай то, что я тебе говорю, и этого будет достаточно. Abi sıkmayacak. Шеф, я бы не стрелял. Как только он вынул пистолет, мне пришлось принять меры. Çekince Не выдумывай, Ирхан. Абдулькей, отвезите Аху домой к ее дяде. Примите там меры безопасности. Потом соберитесь в офисе. Мы начинаем войну. Доктор, есть какие-нибудь изменения? К сожалению, нет. Даже деньги не дают нам надежды. Кто-нибудь может нам что-нибудь объяснить? Йылдыз, найдите мне сына. Yıldız. Привезите его ко мне. Вы можете сказать им, что я отказываюсь принимать участие в торгах. Как прикажете, господин? Beni çağırır mısınız? Отец, вы звали меня? Otur şöyle tamam. Садись, зять. Çıkabilirsin. Ты можешь идти, Йылдыз. Кемаль, ты изменяешь моей дочери? Бог с вами. Как я могу совершить такое? Hepimize Все мы мужчины. До определенного момента мы можем понять друг друга. Но если о твоей измене известно моей дочери, я не пойму и не смогу понять тебя. anlarım, ne de anlayış gösteririm. Она просто ревнует меня, отец, я не совершал ничего подобного. Я больше не буду говорить об этом. Но если мы еще раз вернемся к этой теме, я не буду ничего объяснять. Мы будем воевать против всех. Они приняли нас за людей из светского общества, установили новые правила, отменили условия торгов. Теперь победит тот, кто принесет себя в жертву, а не тот, у кого есть деньги. С кого мы начнем? Я начну с Казарбеглы, а ты с Караджадагов. Шеф, а что будем делать с Фуатом Тамиром? Если умрет Хало, повесьте его вместо флага на здании холдинга.
Как ты могла пойти к отцу и сказать, что я тебе изменяю? Я решила сказать об этом. Ты же врешь. Кемаль, все об этом говорят. Ты что, принимаешь меня за дуру? Не ты ли еще вчера говорила, что все говорят о том, что мы не можем жить друг без друга? Раньше для меня была важна твоя честь. Но ты не стесняешься гулять с женщинами, не заслуживающими внимания. Ты потерял свое достоинство. Но я не хочу порвать с тобой все отношения. Инжи, послушай меня. Я достаточно слушала тебя. Отпусти меня. Все охранники в этом доме должны быть начеку. Нельзя ни на секунду оставлять отца Амера и матушку Назифе одних. Это приказ шефа. Ясно? Abinin emridir. Ты отнесешь эту кассету Давуту Татараглы и передашь следующее. Он причинил мне боль, и я ему отвечу тем же. Давуту Татараглы никогда в жизни не было больно, потому что до сегодняшнего дня он не был знаком со мной. Отец? Фуат. Отец, что это? Подойди ко мне, дочка. Я хочу, чтобы какое-то время вы были предельно осторожны. Почему, сынок? Это связано с вашей безопасностью, отец. У нас есть друзья и враги. Мы и без того никуда не выходим. Сынок, ты привел нас сюда под предлогом безопасности. Теперь же тебе осталось нас только запереть в этом доме. Отец, не дави на своего сына. Он хочет как лучше. Отец прав, матушка. Ну что мне делать? У них нет ни совести, ни веры. А ты хочешь все это изменить? Я только предпринимаю меры, отец. Мы никуда не выйдем, сынок. Не хочу, чтобы ты лишний раз беспокоился из-за нас. Милый ты мой. Принимать меры — это хорошо.
Но отдать душу Аллаху — это самое лучшее. Руками. Отец, сначала нам надо спасти Фуата. Я приму все меры, чтобы спасти Фуата. Если он посмел отправить мне этот диск, значит, он ничего не боится. Значит, его невозможно убедить в чем-либо. Я смогу его убедить. Каким образом? Аху — его партнер. Его можно убедить с помощью Аху. Я не хочу, чтобы и с тобой что-нибудь случилось, дочка. Мы не добьемся ничего, если мы будем просто сидеть и ждать. Если он установил тесные отношения с Аху, то он и со мной должен установить какие-то отношения. Benimle de kuracaktır. Сделай все, что сможешь ради своего брата. Даже веревка рвется. И дробится камень. Ибрахим, почему я должен отменить встречу с Полатом? Понятно, что он едет договориться со мной. Тогда почему он похитил Фуата Тамера? Tamer'i niye kaldırsın? Ибрахим, какое мы имеем отношение к Татар-Аглы? Если он враждует с ними, то он должен устанавливать дружеские отношения с нами. Не так ли, Ибрахим? Увидим, Фикрет-бей. İbrahim. Ибрахим, все же прими меры. Никто не должен входить в здание с оружием. А что, если они не сдадут оружие? Сынок, ты кто, начальник охраны или чучело огородное? Если я сказал, они не должны входить с оружием, значит нет.
Господа, вам нужно сдать оружие. Пошел вон. Ибрахим бей, они идут к вам с оружием. Почему вы не заставили их сдать оружие? Geçin. Садись за пульт. Вас разве не просили у входа сдать оружие? Возьми. Алло, что происходит? Alo. Если я захочу убить твоего господина, я не буду назначать ему встречу. Я приду и убью его. Это первое. Если ты еще раз проявишь грубость к людям, которых я уважаю, я прострелю тебе башку. Это второе. Больше не стой у меня на пути, чтобы забрать у меня оружие. Это третье. Bu da 3. Садись. Положи пистолет. Садись. Я пришел поговорить с тобой, а не убивать тебя. Но тебе следует выслушать, не перебивая. Ну, конечно. Я Ибрахиму говорил, что между нами нет разногласий. Я пришел сюда не договариваться, а объяснить вам кое-что. Слушай меня внимательно. Если вы не будете совершать лишних движений, с вами ничего не случится. Все должны вести себя спокойно и не шалить. Sil bakayım göz. Сотри все записи. Hadi. Ну давай же.
Вы не можете расплатиться за все это. Никто не собирается расплачиваться. Заткнись, а то теряешь много крови. Иначе откуда мы найдем тебе медвежью кровь? Снимай свой галстук. Невзат, убери его с дороги, а то он здесь будет мешаться под ногами шефа. Ты привел моего партнера сюда. Отсчитал его здесь, на этом месте. Ради чего? Ради дружбы. Я пришел к тебе, Фикретбей, чтобы предложить тебе свою дружбу. Ты предложил нам одну дружбу, а я предлагаю тебе две дружбы. Я буду рад дружить с вами. Тогда продолжай довольствоваться этой дружбой и слушай меня. Если теперь ты будешь устанавливать правила моим партнерам, будешь их облагать налогами, угрожать им, я раскрошу тебя на 7 частей и похороню эти части на вершинах 7 гор. Ты доволен услышанным? Или хочешь возразить? Я недоволен такому визиту и вашим действиям. Мы никогда в жизни не слышали подобных вещей. Никогда. С этого момента на все ваши слова, хотите вы этого или нет, вы будете получать соответствующий ответ. Теперь я буду решать, правильно вы действуете или неправильно. Кто бы это мог быть? Сынок, где Бедри Финджаджи? Он ждет вас, господин. Сдайте оружие.
Могу я вас осмотреть, господин? Не надо показывать свою невоспитанность. Мы немного поговорим и выйдем. Дальше может идти только мимо тебя. Подожди меня, Эрхан. Хорошо, брат. Если честно, я не ждал тебя в такое раннее время. Ты приезжал к нам сказать свои замечания, вот и я приехал передать свои. Слушаю тебя. Помнишь, ты хотел обложить нас налогом? И что дальше? После чего нас забрала полиция. Ну? Мы не будем платить тебе налог и не будем твоими партнерами. Бедри Финджанджи, передай своим, чтобы действовали осмотрительно. Послушай меня, Мемати. Я думал, ты пришел по-хорошему. Ты не понял? Быть партнером Караджа-Дагы — это честь. Мы в этом не нуждаемся. Не перебивай меня. Вы не в состоянии угрожать нам. Или ты поймешь нас, или умрешь. Не обогряй мои руки кровью. Да, Мемати? Ну вот и хорошо. Мы не ваши партнеры, и вы не сможете обложить нас налогами, понял? Мы тебе не уличные бродяги. У нас только одна шальная вещь. Это пуля в наших стволах, приставленных к твоей башке, Бедри. Отныне будешь приветствовать меня стоя. Брат, что ты сделал? Ничего. Все, что нужно. Это ваше. А я возьму свое. Друг, послушай меня.
Друг, Ne var? что тебе? Сколько денег ты получаешь за то, что ты здесь сидишь и караулишь меня? На коммунальные услуги. Я дам тебе денег, которые будут гарантировать тебе всю твою жизнь. Тебе надо просто отпустить меня. Ömrüm kısa. У меня короткая жизнь. Я не нуждаюсь в деньгах. А в чем ты нуждаешься? В душевном спокойствии. Тунджай Бей, Все в порядке, Асуханым? я побеспокоила вашего больного. Я искала вас и заглянула к нему. Думаю, он скоро поправится. Umarım kısa zamanda. Я уверена в этом. Спасибо. Доброй ночи. Allah. О, Аллах. Как ваши дела, Халильбей? Хорошо. Тунджай-бей, сейчас что, в больницах начали фотографировать? Не понял. О чем вы? Только что приходила девушка и сфотографировала меня. Алло, Полатбей. Вот вам фотография Хало. Сегодня мне, завтра вам, Давудбей. Этот человек ведет себя очень дерзко и бросает вызов всем нам. У нас нет свободных мест, Туран. Мы сделаем все, что надо. Я тоже пришел для этого. Слышал, вы ищете Халиль Ибрахим Капара? Halil İbrahim Kapar'ı arıyor. Правильно? Я знаю, где он. Вы уверены? Хакы? Ты уверен? Да, господин. Давудбей. Человек, которого вы ищете, находится в больнице Тароса. Наша дружба нужна в такие трудные дни. Я не забуду свой долг перед вами. Спасибо, Туран. Teşekkür ederim Turan.
Talimat Какие будут указания, господин? Мы его возьмем или сообщим полиции? Этот человек находится в бегах. Если его возьмет полиция, его посадят пожизненно. Polisi karıştırın. Не надо вмешивать сюда полицию. Уточните его местонахождение и сообщите мне. Bana haber verin. Скорее, нам надо ехать. Куда? Прогуляться. Давай, Хакан. У нас нет времени на раздумье. Если вы собираетесь убить меня, убейте здесь. Тебе еще долго жить. Раз, два, три. Да-да, это здесь. Сюда нельзя. Мы слышали, здесь прячется один обвиняемый. Сюда нельзя. Извините, пожалуйста. Ну, прошу вас, можно войти. Tamamdır arkadaşlar gelin. Так, хорошо, Пропустите, друзья, следуйте за пожалуйста. мной. Gazeteci ordusu yoğun bakım. Они прошли, они внутри. Anlaşıldı tamam. Yeterli kız. Это здесь, правда? Одну минутку, друзья. Lütfen arkadaşlar. Сейчас. А это действительно он? Это будет сенсация. Одну минутку, друзья. Сейчас. Müsaade. Дайте мне войти и посмотреть. Это действительно будет сенсацией. Фуат Бей? Они только что привезли меня сюда и увезли своего человека. Скорее. Хюснюбей, вы тоже. У меня горит печень. Дайте мне воды. Воды. Прошу воды. Халиль-бей, в настоящее время мы не можем дать вам воды. Так как вам известно, мы сейчас находимся в машине скорой помощи. Hala çıkmadı. Друзья, прошу извинить меня. Господин, можно спросить вас? Возникла ошибка. Anlaşılma olmuş. Спасибо вам, что пришли. Мы позже предоставим вам все необходимые пояснения. Объясните, пожалуйста. Я же сказал потом. Ну вот, я так и знал.
Как ваши дела, Фуатбей? Позови отца, Ялдес. Yolda efendim. Он едет. Geliyor. Ох, да будет ниспослан покой твоему отцу, Джан Полат. Ömer Baba daha Дядя Хало, ведь отец Амир еще жив. Почему ты просишь ему сострадания? Я прошу сострадания не только мертвым, но и живым. Джан Полат, прояви сострадание. Я уже не могу. Can Polat Умираю. biraz daha merhamet et, Все высохло во рту. rahmet ver. Ölüyorum susuzlukta. Все высохло. Дядя, высохло все, что лишнее. Дядя, ты был там и вернулся. Расскажи нам, что там есть, чего нет. На том свете Азриэль спрашивает, Azrail'i anladık. кто такой Мематти. Дядя, ты всех нас напугал. Больше так не шути, ладно? Ya seni То, что ты сделал, это шутка. satarım. Как ты осмелился положить туда сынишку Татароглы? Шеф, почему мы его отдали? Мы должны держать слово, Мимати. Клянусь Богом, эта долина самая опасная. Oğlum, Сынок, отец, söz. я даю слово, никто больше не причинит тебе вреда. Никто не посмеет сделать тебе так больно. Отец, я понял, что такое сила. Сила — это не доверять никому, даже своему отцу. Сила — это защищать себя. Теперь я буду защищать себя. Если надо будет, я ради этого уничтожу весь мир. Куда ты? Her cuma git. Как обычно, куда я хожу каждую пятницу. Может, тебе не следует идти сегодня? Oğlumun aklı kalıyor. Это место, куда я хожу 50 лет. Что ты беспокоишься? Если ты меня спрашиваешь, то я скажу, не ходи. Anam. Женушка, я не спрашивал тебя ни о чем, и ты мне ничего не говорила.
Дети мои, вы идете из-за меня или ради Аллаха? Нам дали такое указание. Указание свыше сильнее приказа человека, сынок. Там внутри меня не надо охранять. Что, мы тоже зайдем? Туда же нельзя с оружием. Да, ты прав.